За прошедшие пару дней число поступивших в городской травмпункт увеличилось на 15-20%. Если в среднем за сутки их число составляло около 60-70 человек, то за последние 2 дня оно выросло до 80-90. В поселке Жатай местный житель Анатолий Баркейчук, собираясь на прием в больницу, поскользнулся у себя во дворе и был вынужден вместо терапевта посетить еще и врача-травматолога. Травма произошла во дворе, шел торопился на прием к терапевту, нужно было успеть, и подскользнулся. И упал на левое плечо, как раз сильные боли были очень, но на прием к терапевту сходил. В это время года гололед является не только одной из главных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, но и многих переломов и травм. В городском травмпункте сегодня многолюдно, на прием к врачу выстраивается очередь. Чаще травмируются верхние конечности, ну и нижние конечности, соответственно. То есть руки, ноги, да, в основном руки, конечно. Чаще у нас, конечно, люди пожилого возраста, а также люди, которые ведут активный образ жизни. Из-за образовавшейся наледи на дорогах города выстроились длинные пробки. Накануне вечером движение в центре и пригородных районах было почти приостановлено. В связи с резким повышением количества осадков, выпадая на проезжую часть, у нас увеличилось, соответственно, число дорожно-транспортных происшествий и увеличилось количество вызовов. Да, сегодня более-менее у нас стабилизировалась обстановка в городе, потому что в связи утром при заступлении на службу, это у нас 6 утра, мы актируем все недостатки дорожной сети и передаем незамедлительно в дежурную часть. Резкое выпадение осадков прибавило городским службам немало хлопот. Сейчас ведутся усиленные работы по отсыпке дорог речным песком. Основные усилия направлены на уборку центральных улиц. Однако, по данным синоптиков, на этой неделе ожидается небольшой снег. Поэтому все коммунальные службы приведены в полную готовность. Алексей Степанов, Роберт Набиев, Вести, Якутск.